Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. Изменения в закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии, поправка, освобождающая от взимания акцизов виноматериалы и другие важные вопросы, рассмотрены парламентом. В АГУ открылась ежегодная выставка учащихся факультета искусств. За вдохновением в нашу страну приехал заслуженный артистка ЧР Султан Лагучев. Инвалиды 1, 2 и 3 групп при наличии рецептов, выданных организациями здравоохранения центральных и местных органов госуправления, теперь могут бесплатно получать лекарства в государственных аптеках и лечебно-профилактических учреждениях республики. Соответствующие изменения внесены в закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии. Также в окончательном чтении принята поправка в закон, освобождающая от взимания акциза ввозимые в Абхазию виноматериалы. Парламентарии отказали в досрочном прекращении полномочий депутата Инара Гицба. На очередном заседании сессии парламента было рассмотрено более 10 вопросов повестки дня. Подробности в материале Алики Трапш. В начале заседания сессии парламента депутаты рассмотрели постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Народного собрания Инара Гицба. Парламент единогласно проголосовал против отставки депутата. Решением нашим коллегам о том, чтобы сложить в себя полномочия, пообщавшись с коллегами, с нашими, со всеми, мы пришли к тому, что это было поспешное решение, какое-то, на наш взгляд, неправильное решение. Плюс еще, сегодня поступила информация о том, что и жители, участка, избирательного Инара Альбертовича Гицба, тоже, в свою очередь, свое переживание и беспокойство проявили, и с обращением к нам, сюда и подписи собрали. По этому поводу мне хотелось бы, чтобы мы, в принципе, уже с коллегами общались на эту тему. У нас понимание общее, единое того, чтобы, это вопрос решить, понимая о том, что это было поспешное, какое-то эмоциональное решение. Я живу там. Нас с Инаром Альбертовичем там избирали. Вот. Мы не имеем права ни морально, ни физически, ни в какую сторону не имеем права оставлять свой пост, уходить. Жители нового района попросили передать, я передаю обязательно, я буду голосовать против. Этот человек должен работать и пэфэбзил, и уйрабзил, и ламаспизил. Я Инара Альбертовича знаю еще его до депутатства, еще с 5-го созыва. Мы, много раз ездили в составе делегации. Я очень знаю его способности организаторские. И вы здесь все замечаете его инициативы по всем теми или иными законами, которые он проявляет озабоченность. Я хочу сказать тем всем выступающим и всем остальным для того, чтобы не поддержали его отставку, а чтобы он работал с нами. Путем тайного голосования парламент избрал на должность судьи военного суда Абхазии Саиду Амичба, а кандидатура Лианы Агарба на должность судьи Гагрского района не набрала необходимого для избрания количества депутатских голосов. Парламент внес изменения в закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории республики. Ранее инвалиды 1 и 2 группы имели право на бесплатное приобретение лекарственных средств в государственных, аптечных и лечебно-профилактических учреждениях, а инвалидам 3 группы и льготное приобретение лекарственных средств в госаптеках и лечебно-профилактических учреждениях с установлением скидки в размере 50% от их цены. Теперь же, согласно изменениям, инвалиды 1, 2 и 3 групп бесплатно могут приобретать лекарства и медицинские изделия в госаптечных учреждениях при наличии рецептов. При этом перечень лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для бесплатного приобретения инвалидам, утверждается Кабмином по представлению Министерства соцобеспечения. Парламент во втором окончательном чтении внес изменения в закон об акцизах, согласно которым ввозимые в республику виноматериалы освобождаются от взимания акциза. Данное изменение позволит сократить отвлечение оборотных средств отечественных предприятий, осуществляющих производство виноделической продукции. Документ устанавливает
устанавливает ставки акцизов на виноградное сусло и виноматериал, 6% от стоимости реализованных подакцизных товаров, 0% от таможенной стоимости ввозимых товаров. Проект закона не только минимизирует издержки отечественных компаний, но и сохранит возможность обеспечения поступления в бюджет иных налоговых платежей от реализации экспортируемых вин, произведенных на территории Республики Абхазия. Прибыль предприятия за прошлый год, вот нашего, самого большого, самого крупного, 240 миллионов рублей. Ну, надо знать, что у нас предприятие белое, тут никаких вопросов не должно быть. При этом в случае, значит, применения этого закона, только вот этого акциза мы должны были заплатить на 460 миллионов. То есть понимаете, да, что это примерно, не примерно, а точно в 2 раза больше, чем наша прибыль вся. Поэтому, ну, считать с бутылки, это кажется, что не очень много, там, 25 рублей. На самом деле, это в бутылке же не только эти расходы, их много разных. К сожалению, поэтому мы как бы вынуждены были притормозить, и с 1 января предприятия, 4 предприятия простаивают. Если говорить о выпадении бюджета, то, наверное, надо считать вот то выпадение, которое происходит из-за остановки предприятий с 1 января по сегодняшний день. Но акцизы на ввозе, вообще есть мировая практика, при которой, значит, на ввозе берутся акцизы, а при экспорте есть процедура возврата этим, да, производителям, но у нас эта процедура, как я понял, не работает, отсутствует. А какая сумма? Ну, коллеги от исполнительной власти говорят, что при формировании законопроекта прошлого, который мы принимали, там был упущен ряд моментов, которые исполнительная власть просит нас устранить. Вот вкратце вот такая вот история. Депутаты во втором окончательном чтении внесли изменения в закон о республиканском бюджете на 2024 год. Размер дотации Сухумского района сокращен на 37 миллионов рублей. Эти средства направлены Управлению капитального строительства для осуществления ремонтно-восстановительных работ в Сухумском районе. Также проект предусматривает увеличение дефицита бюджета на нужды УКС в размере 100 миллионов рублей. Эти деньги непосредственно пойдут на восстановление, а с первым долгом Нижнешерской дороги. Сегодня есть понимание, что надо восстановить эту военную, кстати, стратегическую дорогу обязательно. И над городом Сухум есть такой район, Комсомольская дорога, которая сегодня находится в аварийном состоянии. Я хотел бы сказать за свой Гумистинский 23-й избирательный округ. Мы предполагаем, в том числе во взаимодействии с депутатом города Сухума Эриком Сагателовичем Рштуни, решить вопрос, связанный с асфальтированием Убыхской дороги. Вы знаете, это онкологический диспансер, глазная наша больница, дорога в удручающем состоянии. И поэтому я хотел бы еще раз просить вас поддержать предложенный законопроект. Бюджет Сухумского района никоим образом не страдает. Дотации сокращаются ровно на ту сумму, которая образовался профицит Сухумского районного бюджета по итогам деятельности за финансовый прошедший год. Администрация президента не поддержала предлагаемые поправки в закон о республиканском бюджете на 2024 год. Напомнить, что есть статья 101 закона об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия, в которой установлен порядок внесения изменений в закон о республиканском бюджете на текущий год. И прошу озвучивать данную статью. И хочу также сказать, что работы по поводу ремонтных работ в Сухумском районе предусмотрены бюджетом текущего года вне зависимости от данных поправок. И они будут осуществляться. И дорога в районе Шицквары в Ганском направлении, и дорога в Сухумском районе в направлении Чанба и в целом по Сухумскому району, вне зависимости от того, будет ли принят данный законопроект или нет.
Парламент также во втором окончательном чтении внес изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. Изменения позволят Государственной миграционной службе до введения в действие миграционных карт, выдаваемых при въезде иностранным гражданам пограничным отрядом СГБ, осуществлять учет иностранных граждан в пунктах пропуска через государственную границу. Также парламент в первом чтении внес изменения в Кодекс о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. Принятие поправок позволит оперативно рассматривать административные протоколы Государственной миграционной службы за нарушение режима пребывания и осуществление трудовой деятельности иностранных граждан. Без передачи в суды Абхазии выносить постановление о привлечении к административной ответственности в пунктах пропуска через госграницу с последующим контролем за оплатой штрафа в терминале и выездом иностранного гражданина за пределы Абхазии. Поскольку у них нет виз, они должны нести ответственность в соответствии с нашим законодательством. Но ситуация какая? У человека, например, поезд или там, самолет, то есть он должен улететь, а по действующему законодательству, то есть штрафные санкции ему вменить может только суд. И получается, что они вот хотят выехать, их не выпускают, их по большому счету, за ними надо следить дальше. Они там или спецприемники должны быть, или еще где-то должны быть. То есть все это нужно отслеживать, пока суд не примет решение, потом они штраф выплачивают и потом уезжают. То есть зачем все это нужно? Зачем мы должны их содержать? Зачем мы должны их, грубо говоря, хотят уехать, не пропускать? Если, как миграционная служба предлагает, наделить именно их полномочиями о том, чтобы они штрафные санкции здесь, то есть, чтобы они штраф получали, у них есть уже, как они мне объясняли, и специальные аппараты вот эти вот по оплате, терминалы, чтобы оплачивать штраф. Решением парламента имущественный комплекс «Пицунское подсобное хозяйство» включен в перечень объектов, подлежащих приватизации. Кроме того, парламент дал согласие к обмену на перевод земельного участка площадью 0,6 гектаров в селе Всырцха из категории земли сельхозназначения в категорию земли населенных пунктов. Алька Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Один из пилотов, пострадавший при вынужденной посадке Ми-24, госпитализирован в медучреждение Сочи. Ему уже провели операцию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Второй пациент проходит лечение в республиканской больнице в Сухуме. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще один член экипажа получает медпомощь в военном госпитале Минобороны Республики. Его состояние удовлетворительное. В администрации президента состоялась встреча вице-президента Бадры Гунба и первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба с представителями жителей территорий, прилегающих к строящемуся аэропорту. Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи представители села Бабышера озвучили опасения в том, что важные решения могут быть приняты без учета интересов местных жителей. Их заверили в том, что реализация столь масштабного общенационального проекта будет осуществляться в соответствии с нормами национального законодательства, гарантирующего защиту прав собственников и реализацию интересов каждого жителя. Аслан Бжаня поздравил с юбилеем академика РАН, ректора МГУ Виктора Садовничева. Отметив весомый вклад юбиляра в развитие российской науки и образования, президент пожелал ему крепкого здоровья, новых творческих успехов, благополучия и реализации всех планов и начинаний. С юбилеем Виктора Садовничева поздравил и премьер-министр Александр Анкваб. Высоко ценим ваш личный вклад в подготовку высокопрофессиональных специалистов для Республики Абхазия. Уверены, что традиционно добрые двусторонние отношения и впредь будут служить прочной основой развитию многогранного сотрудничества с МГУ, отметил в поздравительном адресе глава правительства. В сгоревшем здании Союза художников Абхазии во время расчистки помещений обнаружили фрагменты нескольких работ из Фонда национальной картинной галереи. В каком состоянии находятся произведения искусства и подлежат ли они восстановлению, узнавал Заур Кварчия. При расчистке хранилища фонда Центрального выставочного зала были найдены считавшиеся утерянными в недавнем пожаре работы абхазских художников. Это фрагменты нескольких картин Александра Чачбаширвашидзе, а также его эскизов к театральным постановкам и костюмам. Конечно, работы сильно пострадали, но, как отметил директор фонда Национальной картинной галереи Сурам Сакания, некоторые из них еще можно восстановить. Мы уже неделю и больше недели мы здесь работаем. Но в первые дни, вы знаете, здесь крыша обвалившаяся была, балки, жестяные какие-то. Это было опасно, но ребята работали, мы все равно, значит, следили. Нашли, значит, многочисленные, не скажу, но энное количество
небольших работ керамических, которые сохранились, но они в черной саже, их надо отмывать, их надо, значит, чистить. Это уже следующий этап работы. Но последние дни как-то нам повезло. Почему? Потому что именно где мы стоим, вот здесь вот ряд стояли работы Чачба-Ширвашидзе и работы Бубновой. В помещении, в котором были найдены фрагменты картин, по словам Сурама Саканя, хранились самые ценные экземпляры фонда. В ходе расчистки помещений фонда за последние несколько дней были найдены фрагменты 12 работ Александра Чачба-Ширвашидзе. Оценкой их состояния займутся специалисты. Мы по работам можем сказать, что эта работа опубликована в этой книге, название такое-то, размер такие-то, цвета и так далее. Все это можно рассказать попозже. Почему? Потому что после того, как мы нашли, значит, они в таком состоянии, каждый раз рассматривать это нежелательно. Почему? Потому что работы не написаны на масле, это на бумаге. На бумаге, значит, он пользовался сангиной, пастелью, цветным карандашом. Это такой пигмент, который очень плохо сохраняется, особенно после того, как они попали под дождь. Александр Чачба-Ширвашидзе был не просто первым профессиональным абхазским художником, но также и сценографом в русском балете в Лондоне. Трудился в Александрийском и Мариинском театрах. Его серия эскизов к постановкам особенно ценна. Портрет, значит, дамы в красной шапке или в красном шляпе. И ряд работ, связанных со сценой, оформление сцены, и ряд работ, связанных с, значит, эскизом одежды. И, конечно, не могу не сказать, что еще были найдены ряд эскизов, связанных с изготовлением пряников. Как вы знаете, значит, во всем мире славятся тульские пряники. Откуда заказ он получил, не знаю, но, во всяком случае, эти заказы тоже он выполнил. Во всяком случае, эти работы нам были известны. И, значит, и здесь мы нашли, да, тоже поврежденные, но какие-то формы, фигурки, они сохранились. И поэтому мы в душе радуемся, что хотя бы в этом случае они есть. Помимо картин Александра Чачба-Ширвашидзе были найдены работы скульптора Валентины Хурхмал, в том числе ее знаковое произведение «Наездники», а также не менее важные работы других авторов. Вчера мы нашли Валентину Измайловну Хурхмал, до этого тоже находили, скажем, знаковую декоративную скульптуру, называемую «Наездники». Это, значит, буйвол с двумя, значит, фигурками детей, которые как бы оседлали этого буйвола. Вот. Она фактически не повредилась, не повреждена, и мы спустили, здесь держим недалеко. Во-первых, она очень тяжелая и так далее. Ну и другие работы, значит, Вячеслава Хурхмала, значит, есть настольная такая маленькая декоративная скульптура, тоже мы вчера нашли. Нашли, как я уже сказал, по-моему, надгробную, да, вот надпись и так далее. И все это теперь будем хранить по возможности, пока нам не дадут новое помещение, где уже начали ремонтные работы. Как отметил Сурам Саканя, наверняка неизвестно, какие еще пострадавшие произведения искусства могут быть найдены в сгоревшем здании. Это станет известно только по окончанию всех работ по расчистке хранилища фонда Национальной галереи. Заур Кварджа, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете открылась ежегодная весенняя выставка студентов факультета искусств. В этом году мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы, ученого, историка и писателя Дмитрия Гулия. Выставка будет доступна для посещения до 5 апреля. В прекрасный удивительный мир живописи окунулась Рада Чачава. Белеющие всполохи на голубом небосводе, размытый, едва заметный горизонт, лазурь моря и заточенная в мрамор древняя набережная – это не просто фантазийное описание хорошо знакомой нам прибрежной столицы, а одна из картин студентки факультета искусств, который развернул настоящий праздник творчества в холле Абхазского университета. Весенняя выставка ежегодно проходит в Агу, и все желающие могут познакомиться с работами талантливых ребят, посвятивших себя искусству. Мы неплохо поработали в прошлом семестре, и в этом семестре тоже немножко уже включили эти работы. Но все работы, которые здесь представлены, представляют все эти направления. Здесь представлены работы только по программе, которую мы решаем в процессе работы.
Я хочу просто поблагодарить преподавательский состав за серьезную работу, которую они делают и проделывают во время процесса учебного. Все вроде условия мы создаем, а ваша задача, дорогие студенты, также работать упорно, работать над собой. Выходя отсюда, вы должны стать профессионалами своего дела. Традиционное событие. И эта традиционность заключается не только в том, что каждую весну наши студенты и преподаватели выставляют свои работы факультета изобразительных искусств. Это еще традиция отмечать знаменательные даты, значит, подобного рода творческими достижениями. Я обошел всю выставку и еще и вчера смотрел в процессе подготовки. Конечно, очень разнообразные работы, которые относятся ко всем формам изобразительного искусства, представлены все формы творчества. У нас есть представлены работы, направления, которые есть в нашем факультете. Это дизайн костюма, дизайн графический, ландшафтный дизайн. У нас есть по специальности живопись, по изобразительному искусству, а также по скульптуре. Чтобы творить, человек должен быть внутренне свободен, отметил в своем выступлении Роман Дбар. И многообразие форм искусства, представленное на выставке, лучше всего прочего подтверждает верность данного изречения. Поздравить студентов, представивших работы, выполненные за 2 семестра, пришел и мэр столицы Беслан Эшба. В первую очередь хочется, конечно, сказать слова благодарности нашему главному университету страны, Абхазскому государственному университету, главной кузнице кадров. И многие, которые закончили учебу в данном университете, стали видными государственными деятелями, учеными, работают на высоких государственных постах и в жизни тоже, и в творческой также добились больших успехов. Искусство, говорят, воспитывает нации, а потому столь яркий интерес молодежи к творчеству кажется особенно важным. Рафида Хинтуба учится на 2-м курсе факультета искусств. 5 ее работ, выполненных маслом, представлены на весенней выставке. Как рассказала Рафида, она никогда не мечтала о художественной профессии, хоть и рисовала с юных лет. Хотя я никогда не хотела быть художником, где-то со 2 класса мама отправила меня в дом юношества, потом в художественную школу, потому что просто я любила этим заниматься. Я никогда не рассматривала это как часть своей будущей карьеры, деятельности. Но в 10 классе что-то ударило мне в голову. Я решила, что я не совсем представляю свою жизнь без подобной части. На этой выставке в основном представлены работы по живописи, есть пара работ по рисунку. И чаще всего это именно домашние задания, которые нам дают, то есть самостоятельная работа, которую мы сами ставим у себя дома, ставим освещение и 6 часов сидим над этой несчастной постановкой, пока не добьем ее до лучшего состояния. Простейшей на первый взгляд постановкой, как рассказала Рафида Хинтуба, можно рассказать целую историю, создать уникальную атмосферу и поделиться ею со зрителями. Мне больше нравится не исполнение, а сюжет и идея в них предоставлены. Творчество изначально, конечно, это было про мастерство, про подачу, про искусство. Позже уже мне нравился, что ракурс больше сменился на сюжет, на интересную постановку, интересная композиция. Ну, по сути, картиной можно рассказать целую историю и подать это очень качественно. Еще одна студентка, работы которой впервые выставляются на всеобщее обозрение, Ялса Зухба. Она учится на 1-м курсе отделения графического дизайна факультета искусств и уже создает по-настоящему сюрреалистичные работы. Вообще, это моя первая выставка. Здесь представлены мои работы по живописи, по рисунку академическому, также по пропедевтике и вот как раз-таки по проектной графике. Это у нас предмет проектная графика. Здесь я полностью работала на ноутбуке в приложении Illustrator. В данном задании нам была поставлена цель, чтобы эти кубики как бы растворялись в картине, в постановке. И когда на нее смотреть ровно прямо, то кубиков не должно быть видно. Ялса с детства интересовалась графикой и живописью. Еще в школьные годы проходила специализированные курсы, а о поступлении на факультет искусств отзывается с восхищением. Быть в творческом коллективе и реализовывать собственные идеи очень захватывающе. Да, это у меня с детства. Вот я где-то с класса 7 уже ходила на
такие курсы по графическому дизайну, по иллюстрации. С 11 лет заходила в художественную школу. И вот как-то все собралось, узнала, что в ОГУ есть такой факультет, и сразу же вот буквально за год подготовилась и поступила. Мне нравятся сами задания, атмосфера нашего факультета. Вот то, что мы вчера почти до 7 вечера стояли, трудились над данной выставкой, вот этот весь вайб. И мне, в принципе, нравятся все предметы, все преподаватели, все очень хорошие. Один из величайших художников 19 столетия, Винсент Ван Гог, верил, что познавший искусство никогда не останется без пищи для размышлений и никогда не будет по-настоящему одинок, а подаривший искусство людям может, пожалуй, поменять мир. И если наше будущее начинается с самых юных умов, то благодаря столь талантливым ребятам о процветании общества можно не беспокоиться. Рада Чачава, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Национальный банк Абхазии объявляет о выпуске в обращение памятной монеты «Апсха-Леон». Тираж монеты 300 штук, номинал 25 апсар, художник Руслан Габлия. Монета выполнена из золота 999 пробы. В центральной части аверса расположено изображение карты Абхазского царства с названиями столиц Анапопия, Кутейш и открытой ладонью. Под ней номинал монеты 25 апсар и год выпуска. В верхней центральной части полукругом расположена надпись «Апсна-Абанк» и рельефное изображение государственного герба Абхазии. В нижней части полукругом надпись «Апснахунткарра Алжбатпешошокса». В центре реверса изображение портрета Апсха-Леона в профиль, справа в вертикальные 2 строки надпись «Апсха-Леон». Продолжаем выпуск. В частном домовладении в городе Ачемчира сотрудниками МВД обнаружены 18 майнинг-аппаратов. Оборудование демонтировано и изъято. Владелец привлечен к административной ответственности. Далее оперативная съемка МВД. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел совместно с Госстандартом Абхазии в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в городе Ачемчира обнаружено 18 аппаратов по добыче криптовалюты. Оборудование демонтировано и изъято. Владелец майнинг-фермы Харази Хасик Леонидович привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьей 96 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия. Столичный водоканал сообщает, что с полуночи 4 апреля на сутки будет прекращена подача воды на Старом поселке в районах Колоса, вокзала, Виема, Маяка, по улице Адыгейской и в Нагорной центральной частях города. Воды не будет в связи с ремонтными работами на насосной станции в селе Гумиста. За вдохновением в Абхазию. Многие артисты приезжают в нашу страну не только чтобы выступить для абхазской публики, но и просто отдохнуть, зарядиться энергией. Один из них – заслуженный артист КЧР Султан Лагучев, который в эти дни находится в Абхазии. С известным исполнителем пообщалась Гугут Савардания. Мы Абхазии живем на высоких горах. Мы Абхазии живем на скалах. Хочешь увидеть Абаза хоть раз, приезжайте к нам на Кавказ. А самая любимая страна Кавказа после родной Карачаево-Черкесии для известного певца Султана Лагучева – Абхазия. Это место, где публика не только тепло встречает, но еще источник вдохновения для артиста. Я люблю Абхазию. Здесь страна пропитана душевностью, широкой душой. Я чувствую, что это моя родина, и меня тянет сюда снова и снова. Я набираюсь творческих, моральных сил, и после визита я уезжаю очень заряженный, с новыми идеями, с новыми проектами. Султан Лагучев приезжает в Абхазию с 10 лет, а в 12 он нашел в гараже гармошку и начал заниматься фольклором. Пребывание в стране души и творческая деятельность – идеальная для будущего артиста комбинация. И, возможно, некоторые хиты рождались еще здесь, и у них далеко не горький вкус. Я считаю, что здесь я не гость, я здесь полноправный житель этой республики, так как мы абазги одно целое. И, знаете,
как минимум раз в год, с 10 лет я сюда приезжаю, тянет, потому что здесь чувствуешь родственную душу, родных людей и затягивать сюда вновь и вновь. В Абхазии султана всегда ждут любимые друзья. Большинство из них связаны с фольклором. С абхазскими артистами Султан Лагучев еще не пел дуэтом, но делится, что это хорошая идея. Общаюсь здесь с творческим контингентом, который связан с фольклором, с народным творчеством. Так как у меня начало тоже фольклориста, музыканта, гармониста государственного ансамбля, то у меня близкая, тесная связь с такими людьми. Но те, кто поют такой попсовый формат, я мало здесь с кем знаком просто. А так можно вообще, безусловно. Впервые в Абхазии Султан Лагучев выступил в 2022 вместе со своим другом Исламом Гитляшевым. На этот раз выступление не запланировано, просто отдых. И знаете, я уезжаю отсюда вдохновленный, полон энергии на новые, в общем, свершения. Уезжает Султан Лагучев из страны души со стихами об Абхазии, на который уже этой осенью выйдет песня. Уже у меня есть стих, и мы планируем записывать песню об Абхазии. Я хочу спеть для широкой аудитории, то есть в России, чтобы знали эту песню, чтобы приезжали, посещали Абхазию. А можете несколько строчек? Нет, пока секрет. В Абхазию хотелось бы приезжать чаще, делится артист. Здесь он бывает несколько раз в году. В страну души Султан Лагучев вернется осенью с большой концертной программой. Гугут Савардания, Тимур Кугохия, Абхазское телевидение. Подведены итоги конкурса юных чтецов «Живая классика-2024». Представительство Россотрудничества в Абхазии. По количеству набранных баллов победителями стали Самира Миканова, ученица 10 класса из Нового Афона, Виктория Кварча, ученица 11 класса из Тхуарчала, Валерий Аганесян, ученик 9 класса из Сухума. Они отправятся на финал конкурса чтецов, который пройдет в Артеке в мае этого года. Однако вместо Виктории Кварча, которая отказалась от поездки, на финал поедет следующий по количеству баллов участник Ясмина Карбащан. Вышел очередной номер газеты «Республика Абхазия». На титульном листе газеты напечатана статья о яркой премьере Росдрама «Виндзорские проказницы». На второй странице издания можно узнать, чем закончилась удивительная история семьи Авицба, удочерившей девочку из блокадного Ленинграда. В номере, как всегда, много интересной и полезной информации. Газета также доступна в электронной версии. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 4 апреля, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 13-18. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.